Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Проект государственного бюджета республики на 26 год и плановый период 27-28 годов рассмотрен на публичных слушаниях по проекту закона о госбюджете республики. Проект бюджета Якутии формируется параллельно с федеральным. Каковы параметры нашего республиканского бюджета и как он формируется, мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Иван Алексеев, министр финансов республики Саха-Якутия. Иван Иванович, здравствуйте. Давайте начнем с основных параметров бюджета на год грядущий. Каковы они и какова его главная направленность? Добрый день, Петр. Действительно, мы рассмотрели и приняли закон о бюджете в первом чтении. Здесь надо, наверное, подчеркнуть, что это именно первое чтение. Закон у нас принимается в 3 чтениях. Будет второе и третье окончательное чтение в конце ноября. А здесь действительно бюджетный процесс идет параллельно, наш бюджетный процесс идет параллельно с федеральным. Это всегда вот такая сложившаяся практика, когда утверждается федеральный бюджет, там утверждаются дотации, субсидии, субвенции, другие межбюджетные трансферты. Они потом все уже добавляются в наш бюджет как в доходной и в расходной части. Соответственно, цифры будут ко второму чтению совсем другие. А первое чтение мы начинали еще в июле, и основное вот у нас это прогноз социально-экономического развития нашей республики на предстоящую трехлетку. Мы берем оттуда цифры, такие как прибыль наших всех предприятий. Здесь важно подчеркнуть курс доллара. Мы тоже должны закладывать. Это очень сильно влияет на наши доходы в виде налогов. Также фонд заработной платы всех работников, которые работают на территории республики. И прочие показатели, такие как объем добычи полезных ископаемых и так далее. Все это ложится в основе бюджета. И в первом чтении мы смотрим именно параметры. И параметры сейчас такие, что по доходам у нас 309 миллиардов рублей, по расходам 317 миллиардов рублей. Это первое чтение, повторюсь. Ко второму чтению цифры будут другие, они будут увеличены. Здесь также важно отметить, что сравнение надо делать, вот люди иногда сравнивают, что бюджет текущего 2025 года, он больше, чем первое чтение 26-го. Но здесь корректнее сравнивать первое чтение 26-го с первым чтением 25-го года, когда мы год назад ровно так же вносили в Государственное собрание ЛТМ Республики Саха-Якутия. У нас по расходам в первом чтении этого года расходы составляли 294 миллиарда. Сейчас, повторюсь, 317. То есть на 23 миллиарда у нас уже идет рост. И по доходам тоже мы отмечаем рост. И, повторюсь, ко второму чтению расходы также, как и доходы, будут увеличены. Сохранились при этом в бюджете все социальные гарантии. Многие эксперты называют бюджет следующего года социальным. Я так понимаю, что большая часть выделена именно на социальную сферу. У нас бюджет, безусловно, остается социально ориентированным. Это наша главная задача правительства республики. И если брать вот общий объем расходов 317 миллиардов, из них 130 миллиардов это направляется на социальную сферу. Это наше здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура и так далее. Но люди тоже могут подчеркнуть, что у нас обычно на социальную сферу направляется порядка 48-49%, практически половина. Сейчас 130 миллиардов — это 41-42%. Но опять-таки ко второму чтению будут цифры увеличены. И здесь также надо отметить, что мы все повышение заработной платы закладываем в зарезервированные источники. Мы не распределяем их по государственным программам. У нас бюджет состоит из 27 государственных программ, а резерв на повышение заработной платы работников бюджетной сферы — это связаны с целевые категории, это наши врачи, работники образования, социальные работники, культуры и так далее. Плюс мы закладываем полностью объем на повышение минимального размера оплаты труда. Он с 1 января следующего года увеличится на 20,7%, это мы тоже полностью учитываем. Также мы повышаем зарплату работников так называемой прочей категории. И, соответственно, эти средства зарезервированы отдельной строкой. И они будут в течение 2026 года, после всех тщательных подсчетов, распределены по государственным программам. Соответственно, социальные программы тоже увеличатся. Повышение зарплаты — это всегда хорошо, и повышение МРОТ тоже не может не радовать. Мы сегодня вначале поговорили о формировании бюджета. Я хочу уточнить, какие основные параметры здесь учитываются, когда формируется бюджет регионов. На что, собственно, обращается внимание, делается акцент? Здесь надо, наверное, начать с нашей доходной части. У нас регион, где большую часть приносит 4 налога. Это налог на прибыль организаций,
налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых и налог на имущество. И, соответственно, что влияет на эти налоги? Как я уже говорил, это прибыль наших предприятий. Здесь важно отметить, что все-таки вот те сложившиеся экономические условия, политическая обстановка, в которой наша страна, наша республика находится с 2022 года, это, безусловно, влияет на нашу доходную часть. Соответственно, прогноз социально-экономического развития, который разрабатывает Министерство экономики, они закладывают на следующий год прибыль наших всех предприятий, которые работают на территории республики, в размере 308 миллиардов рублей. В этом году цифра составляет 408 миллиардов рублей. То есть на 100 миллиардов рублей мы прогнозируем снижение прибыли наших предприятий. Это понятные причины, но это влияет в отрицательную сторону на налог на прибыль. Соответственно, доходная часть с этой стороны уменьшается. Но при этом есть позитивная динамика по добыче полезных ископаемых, по фонду оплаты труда. Здесь не только бюджетная сфера, это все предприятия. Соответственно, мы прогнозируем рост по таким налогам, как налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых и налог на имущество. Соответственно, доходная часть бюджета будет увеличена. И здесь важно отметить, когда вот, наверное, даже вот делая акцент на 2025 год, у нас наш субъект уникален тем, что очень большое влияние курса доллара. А курс доллара у нас два варианта его закладывать в бюджет. Это либо мы должны взять официальный курс, который прогнозируется Министерством экономического развития Российской Федерации, либо признать свой прогноз, но его грамотно обосновать. Но сейчас курс доллара прогнозировать очень сложно, поэтому все субъекты страны берут официальный курс, который устанавливается Федеральным министерством. А как он курс влияет? Вот, например, в прошлом году, когда мы формировали бюджет, мы брали среднегодовой курс доллара на этот год 96 рублей. Сейчас курс, вы знаете, чуть выше 80 рублей. Среднегодовой в районе 84. Соответственно, вот это снижение, более 10 рублей, влияет на наши доходы в сторону минуса. Мы все-таки, являясь экономикой больше ориентированной на экспорт, наши предприятия, которые добывают уголь, алмазы, нефть, газ, они продают это все нашим зарубежным партнерам. Соответственно, это все проходит в виде выручки, а выручка и налоги, они облагаются по мировым ценам, и это здесь оказывает влияние курса доллара. Соответственно, год назад, когда мы прогнозировали курс 96, нам многие говорили, а почему вы берете такой низкий курс? Ну, тогда вот это было актуально, потому что в ноябре прошлого года курс доходил до 100 рублей. В январе, вы помните, тоже курс был 101, 102. Никто не предполагал, что летом он упадет до 70. Согласитесь же? Да? Соглашусь. Да, поэтому здесь достаточно сложно прогнозировать. Это, безусловно, влияет на динамику поступления доходов. А на следующий год курс уже закладывается в объеме 92 рубля 20 копеек. И тоже есть вопросы. Вот сейчас среднегодовой. Среднегодовой, да. А сейчас 82, как он будет 92? Вот поэтому вот такие прогнозы учитываются, но мы стараемся быть здесь гибкими и соответствующие решения принимать, чтобы это сильно не отражалось на наших расходах. Вокруг бюджета этого года, точнее года следующего, было очень много инсинуаций разного рода, очень много волнений. И вот хочу по самым волнующим для республики направлениям прояснить. Социальная сфера, понятно, она, ну, как всегда, у нас в приоритете. Лекарственное обеспечение, сельское хозяйство. Какие у нас параметры вот в этих направлениях? По лекарственному обеспечению наших льготных категорий граждан в этом году, в 2025, у нас общая цифра составляет чуть более 2 миллиардов 600 миллионов рублей. На следующий год мы закладываем 3 миллиарда 800. То есть рост более чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Мы уже в первом чтении эти цифры закладываем и надеемся, что этих средств хватит на то, чтобы обеспечить льготную категорию бесплатными лекарственными препаратами. Но здесь надо понимать, что сам список льготников меняется, меняется и стоимость медицинских изделий, да, она иногда повышается, поэтому делать прогноз тоже крайне сложно, но мы изначально заложили в первую очередь большой объем. Второе, мы будем больше делать упор на конкурентные виды закупок, чтобы была экономия по торгам и, соответственно, денег хватило на большее количество лекарств. Это первое по лекарственному. Второе по сельскому хозяйству. Есть, конечно, волнение, говорят, вот вы заложили в 2 раза меньше, чем в этом году, но опять-таки мы говорим про первое чтение, то есть ко второму чтению цифры будут другие. Во-вторых, не всегда корректно сравнивать текущий год со следующим, потому что условная какая-то государственная программа может финансироваться условно 100 миллионов рублей в год.
Но это не означает, что в следующем году мы обязаны те же 100 миллионов предусмотреть. Бывают разовые расходы, бывают расходы только одного года. Бывает, что в бюджете отражаются федеральные деньги, которых по предстоящие периоды могут не быть. Бывают стройки, которые завершаются, соответственно, стройки нет, в следующем году такого финансирования нет. Поэтому здесь сопоставлять цифры не всегда правильно, но по сельскому хозяйству у нас есть прямое поручение главы республики Айсена Сергеевича Николаева. Учитывая важность сельского хозяйства для жителей нашей республики, мы должны цифры ко второму чтению довести до объемов текущего года. Еще одно важное направление, которое интересовало парламентариев, я смотрел публичные слушания, и интересовало, конечно же, и зрителей, точнее, жителей нашей республики, Арктика. Это, насколько понимаю, тоже основной весь фокус на нее вот сделан, начиная со второго чтения. Сейчас там предусмотрели бюджет на лекарственное обеспечение, тоже цифры определенные. И вот ко второму чтению, насколько понимаю, будет внимание еще более пристальное приковано в этом направлении. Арктическая зона нашей республики остается в приоритете сохранения, развития территорий. Здесь надо отметить, что есть отдельная программа государственного развития арктической зоны республики, и по ней цифры в рамках первого чтения, они сопоставимы с первым чтением 2025 года. Но мы ко второму чтению текущего года сумму увеличили, соответственно, в этом году тоже будем увеличивать. Но здесь, наверное, надо смотреть не только отдельно вот государственную программу именно развития арктической зоны, там отдельные направления, субсидирования и так далее. Но у нас есть и другие направления, которые там не учтены. Например, мы, как Министерство финансов, даем дотацию районам. У нас 13 арктических районов, они получают межбюджетные трансферты в общей сложности порядка 18 миллиардов рублей. Это арктические только районы. У нас есть понятие субсидий жилищно-коммунального хозяйства. ОКК. ОКК, да. Вот люди уже все знают, потому что это постоянно звучит. Но это вот субсидия, которую мы платим с бюджета, чтобы население не платило полный тариф за коммунальные услуги. И на северных арктических районах у нас люди платят где-то 6-7% от экономически обоснованного тарифа. Ну, иначе бы они платили больше 100 тысяч в месяц. Но никто это не сможет. Поэтому мы с бюджета закладываем. И у нас, например, один Верхоянский район, по нему субсидия на коммунальное хозяйство достигает более 3 миллиардов рублей в год. Более 3 миллиардов. А если убрать все 13 районов, эта сумма будет порядка 20 миллиардов. Соответственно, эта сумма с бюджета идут именно, чтобы развивать нашу арктическую территорию. Но они не отражаются в самой программе арктической зоны. Иван Иванович, в заключение, мы сегодня с вами много раз сказали второе чтение слова. Я так понимаю, что это один из важных этапов в принятии и формировании будущего бюджета. Вот ставя точку, так, запятую, лучше сказать, что в этом втором чтении изменится, как он поменяет законы, почему мы так сегодня к нему апеллируем? Но это бюджетный процесс. Закон должен быть рассмотрен в первом и во втором чтении. Как раз в первом чтении вот было очень много вопросов от народных депутатов. Народные депутаты, вот они в ходе постоянных встреч со своими избирателями транслируют нам вопросы, которые поступают от них. И, соответственно, все эти вопросы вносятся в постановления, в протоколы, и мы должны ко второму чтению к этим вопросам вернуться, рассмотреть и заложить их. Ко второму чтению у нас будут дополнительные средства с федерального бюджета. Они не маленькие, скажу. Они даже больше, чем в текущем году. Вот это была на самом деле такая достаточно сложная работа с правительством Российской Федерации. Здесь Айсен Сергеевич лично контролировал эту работу. Нам очень сильно помогала Галина Микентьевна Данчикова, она наш депутат Государственной Думы. И, соответственно, цифры дотаций будут увеличены. И это все мы отразим в ходе второго чтения. Они увеличат нашу доходную часть и, соответственно, наши расходы. Соответственно, бюджет в целом идет по плановому режиму. Есть много вопросов, будем учитывать и работать. Иван Иванович, ну что ж, с нетерпением будем ждать второго чтения, насколько понимаю, это уже вот в ноябре. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.